Этот год очень непросто начинался. С самого начала года было большое давление на мигрантов, вот со стороны всех этих телеграм-каналов, которые там мигранты плохие, надо всех выгнать. Потом произошел действительно ужасный теракт в Крокусе. Давление еще больше усилилось, на границах появились дополнительные проверки, да, стали больше вопросов задавать, больше рейдов, больше людей депортировали, выдворили. В целом стало непросто. Потом летом был форум в Санкт-Петербурге, известный, наш главный форум, да, на нем тоже было выступление крупных наших таких важных людей, что вот, значит, что-то надо делать с мигрантами. Но мы понимаем, что это не совсем справедливо, что большинство из вас честные и порядочные люди, которые делают свое дело, платят налоги, помогают семье, закон не нарушают. И это, будем говорить, несправедливо, да, то, что вот так вот всех мигрантов ругают. Любая несправедливость, она не может длиться вечно. Рано или поздно, да, справедливость начнет возвращаться в жизнь. И, как я уже говорил, 18 октября вышел очень важный документ, который достаточно серьезно повлияет на миграционную сферу. И сразу же, буквально 2 недель не прошло, министр МВД собрал расширенную коллегию и дал точные и честные цифры по преступности, по количеству, да, чтобы сразу лишние вопросы у людей ушли, потому что МВД – это главное ведомство, которое занимается миграцией. Но это еще не все. Вот, собственно, да, что я сегодня хотел сказать. Первая хорошая новость. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, высказался, что тоже нам нужны рабочие руки, ничего не имеем мы против мигрантов. И это, естественно, перепечатали все газеты, потому что это очень непривычно. То есть до этого мигрантов ругали, вот ругать их перестают. Это на самом деле результат вот того документа, о котором я говорил, и эти результаты еще будут, и будут еще более интересны. Вторая новость. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید و اما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید، البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار. С второй новостью немножко у нас так получится странно. Я вам саму новость сказать не могу. Но я хочу, чтобы вы запомнили вот этот день, этот момент, потому что скоро я вам скажу такую хорошую новость, которую многие из вас очень давно ждут. И вы будете, прям очень рады. Просто поверьте, что вот действительно начинает поворачиваться, да, все в сторону справедливости, в сторону здравого смысла. И как только будет можно сказать очередную новость, обязательно вам ее скажу. А пока вас попрошу, подпишитесь на YouTube-канал, потому что мы стараемся, делаем для вас ролики, да, я где-то хожу по совещаниям, да, всю эту информацию, скажем так, добываю. А 1 миллион мы до сих пор не набрали. За этот год вообще очень маленький рост. Может быть, мы, конечно, не так много роликов выкладывали, но в целом рост небольшой, а ролики, наверное, самые полезные, да, чем на любом другом канале. Поэтому прошу вас, подпишитесь, скажите друзьям, пусть подпишутся. Давайте попытаемся набрать как можно быстрее 1 миллион подписчиков. Нам будет приятно. Все-таки мы работаем для вас, и это такой показатель нашей работы. Также попрошу, подпишитесь на Telegram. Если вдруг YouTube заблокирует, значит, будем общаться с вами в Телеграме. И тогда вот эту самую новость, которую я вам расскажу, значит, будем рассказывать там. И третье, что хочу сказать. Я понимаю, что многие из вас хотели бы получить РВП. Чтобы получить РВП, надо получить квоту РВП. Эти квоты распределяют достаточно непрозрачно. Нет никакого механизма четкого получения квоты РВП. Но в целом инструмент очень простой. Вы заполняете определенный пакет документов, относите, подаете на эту квоту РВП. Дальше дадут, не дадут, как повезет. Почему я сейчас говорю об этом? Квоты распределяют по стране в начале года. То есть в январе, в феврале, вот, собственно, во всех регионах, во всех управлениях, где эти квоты выдают, квот самое большое количество. И поэтому шанс, что вы подадите документы на квоту и ее получите, он самый большой. И мы решили сделать вам новогодний подарок. У нас в Центре помощи мигрантам полный пакет документов для подачи на квоту будет стоить всего 10 тысяч рублей. Вы можете прийти сейчас, вот хоть завтра, хоть, не знаю, сегодня, если кто успеет, кто рано смотрит ролик. Весь этот пакет документов будет у вас лежать, с ним ничего не случится. Дальше наступит Новый год,
праздники все отгуляем, и вот уже там в январе какого числа мы выходим на работу, будет понятен график, когда вы можете отнести уже вот это заявление готовое, и дальше, если повезет, вы получите эту квоту. Поэтому, если кто хочет попробовать, то можете, как я уже сказал, прийти к нам. Адрес наш вы все знаете. Волгоградский проспект, 34, корпус 8. Наш телефон 926 130 75 00. Он доступен с понедельника по пятницу с 9 до 6. Ждем вас, приходите, заполним все заявления вот по этой специальной цене. И если повезет, получите квоту в начале года. На этом на сегодня все, друзья мои. Еще раз скажу, подпишитесь на YouTube и Telegram. И до новых встреч!